Хрустальная сопрано, корейская оперная певица Суми Чо показала «Безумство любви». Так называется ее программа, с которой она выступила на 3-м международном фестивале «Рахлинские сезоны», посвященном памяти основателя оркестра республики Натану Рахлину. Сезонные будут идти несколько дней, и в программе западноевропейская и русская классическая музыка. Продолжит Дмитрий Пиаваров. Теперь уже можно говорить, что только имя диктует и степень непрекращающейся популярности мастера. Спустя годы в опере «Это Шаляпин», в балете «Нуриев», в симфонической музыке Натан Рахлин. Сегодня духовные наследники времени развитого социализма несут в новые массы вечные постулаты постижения прекрасного. Смысл памяти таких выдающихся музыкантов в том-то и заключается, чтобы эта магия сохранялась, потому что во многом благодаря поколению любителей музыки, которых воспитал Рахлин, мы сегодня существуем. Пока кореянка Суми Чо приходила в себя после перенесенной простуды и реабилитировалась в Казани, музыканты и зрители пребывали в особой сосредоточенности. На таких мероприятиях, как правило, не бывает случайных людей. Особо чутко реагируют на эпоху Натана Рахлина музыканты. Скрипач Сергей Варшавский работал в оркестре с 1972 года до пенсии. Поскольку все мы музыканты, у него всегда были деточки. Он всегда что-нибудь просил, не пинком, а деточки, я вас очень прошу, сделайте, пожалуйста, вот так-то. И все деточки выполнялись. И тем более он еще владел всеми практически инструментами музыкальными в оркестре. Он легко мог посмотреть вплоть до мелочей, каким клапаном, какой аппликатурой, на каком кларнете или на чем-то играть. Мне посчастливилось в 1971 году месяц поработать в этом оркестре. Будучи студенткой Казанской консерватории, летом кто-то уехал на гастроль куда-то, и меня попросили временно заменить. Я считаю, что это было счастье, это было такое неизгладимое впечатление в моей жизни. А вот эти божественные звуки арии из опер, где героини Беллини, Доницетти и Тома, недолюбили, а потому и пребывали в состоянии надлома и помутнения рассудка. Для исполнения этих арий Суми Чо выбрала несколько одеяний и играла на сцене на фоне оркестра и камерного хора республики. Это был, пожалуй, самый инфернальный вечер, открывавший рахлинские сезоны, в темных красках изломов человеческой души и погружений в нереальное. А вот о Натане Рахлине вспоминали как о простом и доступном человеке. Известный казанский журналист Любовь Агеева пропустила через себя немало ассоциаций, связанных с развитием культуры республики. Настолько любил музыку, настолько любил оркестр зрителей, что не считал зазорным, скажем, играть, и он с этого начинал. В Центральном парке имени Горького. Первые концерты оркестра были там. Ведь они набрали, состав начали в 66-м набирать, а первый концерт состоялся в 67-м. Так вот, они летом играли в Центральном парке. Вместе с легендарной Суми Чо в Казани оставит свой след и прославленный виолончелист Александр Князев и хоровая капелла Юрлова. На закрытии фестиваля на сцене одновременно будет работать 300 человек. Дмитрий Пиаваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».